Приветствую, друзья! Отвечаю на вопросы коллег из информационного агентства «Чечня сегодня» касательно предстоящего масштабного Кавказского инвестиционного форума в Чеченской Республике. Первый вопрос. На ваш взгляд, готовы ли чеченские журналисты к форуму? Справимся ли мы с таким масштабным мероприятием? На самом деле предстоит беспрецедентное мероприятие, Кавказский инвестиционный форум в Чеченской Республике. Хочу отметить, что наше журналистское сообщество, в силу того, что мы работаем в регионе с таким главой республики, как Рамзан Ахмедович Кадыров, мы имеем огромный опыт и практику обеспечения информационного сопровождения масштабных, грандиозных мероприятий. Регулярно в республике проходят такие вот события. Этот период деятельности главы республики Рамзана Ахмедовича Кадырова, этот период, он насыщен на самом деле такими крупными международными, всероссийскими, региональными, межрегиональными форматами. Насыщен этот период различными событиями, мероприятиями, которые мы регулярно освещаем. И в данной связи, журналисты Чеченской Республики, они имеют опыт. У нас есть профессионалы и международного уровня, и федерального уровня, есть настоящие специалисты в данной области, которые могут обеспечивать освещение на самом высоком уровне. Нет никаких сомнений, что мы справимся с данным событием и профессионально будем освещать Кавказский инвестиционный форум и параллельно оказывать содействие нашим коллегам, которые приедут из других регионов и стран для освещения данного форума. Второй вопрос. Сколько журналистов заявлено из регионов Российской Федерации и мировых СМИ? Имеется в виду, сколько журналистов заявлено на данный форум. Более 1000 заявок уже поступило, или около 1000, или более 1000 заявок уже поступило от информационщиков из разных регионов и субъектов страны и из большого количества стран, зарубежных стран. Поступили заявки. Эта цифра, она постоянно меняется. Вот на данный момент мне как раз таки директор департамента Ламберт Музуров скидывает цифру. Почти 1000 заявок от журналистов со всего мира. Это десятки стран. Это практически все регионы Российской Федерации. На самом деле мы видим, какой резонанс имеет предстоящий Кавказский инвестиционный форум, поскольку и количество участников форума уже давно перевалило за цифру, которая планировалась изначально, и в том числе количество информационщиков. Мы планировали, что около 500, прогнозировали, можно сказать, что около 500 заявок будет, но мы видим, что уже почти 1000 заявок поступило. И это нас радует. Есть ли планы, кроме освещения, в рамках Кавказского инвестиционного форума, конкретно у вашего ведомства? Может, какие-то соглашения, договоренности есть? Отвечая на этот вопрос, да, Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации планирует на полях вот этого форума заключить соглашение. Первое соглашение мы планируем подписать с Союзом информационных агентств Организации исламского сотрудничества. Мы ожидаем визита генерального директора данного союза и планируем подписать вот с данной организацией соглашение о дальнейшем взаимодействии. На самом деле здесь вырисовывается прям конструктивная такая положительная перспектива взаимодействия с данной организацией, поскольку они имеют свои площадки в более 50 странах, которые входят в ОИС. Информационщики имеют вот эту структуру и возможность распространять различный контент на площадках в таком количестве стран. И кроме того, журналисты, которые входят в этот союз информационных служб Организации исламского сотрудничества, они точно так же будут присутствовать в республике и освещать предстоящий форум. Значит, первое соглашение мы планируем заключить с данным союзом, второе соглашение мы планируем заключить с Russia Today. Точно так же мы ожидаем представителей руководства телеканала, которые и так взаимодействуют, сотрудничают с нами. У нас выстроено такое отличное взаимодействие на хорошем уровне. Они, коллеги, нам всегда помогают в освещении различных событий в республике. Вот таких два соглашения мы планируем. И самый главный вопрос: будет ли у журналиста возможность задать вопросы главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову? Я знаю, многие, кто едут к нам, очень этого ждут, пишет главный редактор Чечня Today Мадина Хамидова.
Я уверен, что у журналистов, у наших коллег со всего мира, из разных субъектов в том числе, будет возможность задать вопросы и пообщаться с главой республики Рамзаном Ахмадовичем Кадыровым. Мы знаем, что глава региона, он информационно открыт всегда, с удовольствием идет на контакт, общается с журналистами регулярно, и в данном случае точно так же мы уверены, что журналисты, они получат такую возможность и неоднократно задать свои вопросы и получить, как всегда, резонансные, оригинальные, интересные ответы от главы республики Рамзана Ахмадовича Кадырова на свои вопросы. Ахмад, сила Аллаху.